Уфимские ученые придумали, как без удобрений и химикатов повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Преподаватели Башкирского государственного аграрного университета изобрели устройство для получения живой воды. В чем заключается его чудодейственное свойство, нам расскажет разработчик проекта, старший преподаватель кафедры природообустройства, строительства подразделения БГАУ Николай Кавелин и Луиза Хасанова, заведующая этой же кафедрой. Николай Юрьевич, Луиза Маратовна, добрый вечер. Вот я не знаю, правильно ли я назвала, вот как называется вот это обустройство. Ну, вот я хочу сказать, что вода, она и так способствует урожайности. В чем секрет вашей воды? В чем секрет вашего изобретения? Ну, в принципе, это было известно давно, что магнитное поле очень как-то влияет на структуру воды. Она становится более физически и химически активной. Поэтому при поливе, как бы сказать, правильном режиме полива повышается урожайность. То есть, вот я говорю, это говорят же, там, это поговори рядом с водой о хорошем, и вода уже сама по себе станет волшебной. А тут еще, вот я помню, был такой журнал «Юный техник» когда-то давным-давно, и там была как раз статья для школьников. Тоже вот надо было взять стеклянную банку, вот две алюминиевых пластины, как-то заряжать воду и поливать, и потом нужно было все в дневник записывать и отправлять вот свои наблюдения в журнал. Это было, наверное, какие-то 80-е, 90-е, но мне сказали, что вы тоже давно ведете вот эту работу. Можно я продолжу, Луиза Маратовна, да. Действительно, история этого вопроса, она очень глубокий корень имеет. И вот эта магнитная активация воды была начата, исследована нашими учеными нашего университета где-то в начале 90-х годов. Профессор Алмаев, долгие годы работающий на нашей кафедре, получил свидетельство на этот аппарат, на разработку данного аппарата в 1982 году. Это как раз конец 90-х, бурное развитие мелиорации, полива сельхозкультур, как вы помните, да, может быть, вы еще не помните, но мы еще застали это время, так, Николай Юрьевич? И тогда, значит, вот бум был, и полив такой магнитной активированной водой, он, значит, проводился очень активно. Были заложены первые опыты в Уфимском районе, в совхозе Дмитриевский, орошались именно овощные культуры, и эти опыты показали, что полив данной водой, он повышает урожайность от 10 до 17%. Так говорят, он не только повышает урожайность, так еще там чуть ли не лечебная морковка. Ну, об этом говорить, может быть, пока рано, и так надо об этом заявлять очень аккуратно, но, тем не менее, урожайность повышается. А это, как мы знаем, основной показатель, да, для аграриев. Какова урожайность сельхозкультур? Так вот, мы надеемся, что наши дальнейшие исследования, которые вот активизировались после периода, скажем так, забвения мелиорации, они активизировались в 2000-е годы. Вот сейчас мы эту разработку, как раз вот Николай Юрьевич, он автор, да, он разрабатывает конструктивные характеристики, То есть усиливает. сейчас что-то новое произошло или что? Да, мы добавили кое-какие новые элементы в конструкцию самого аппарата. Ну что, вот я понимаю, что мы здесь не аграрии, не физики. Ну, сейчас, например, появились новые виды магнитов. Поэтому мы уже не используем старые виды магнитов на основе феррита бария, например, а используем уже новые магниты. Николай Юрьевич, а вот где вы сейчас? Вот тогда был совхоз Дмитриевский, сейчас где? У себя в огороде как-то? Сейчас у нас есть учебный научный центр. Где Луиза Маратовна? Это опять-таки рядом с поселком Дмитриевка, учебный научный центр Башкирского государственного аграрного университета, где различные сельхозкультуры высаживаются. То есть я говорила, что овощные культуры поливали. Здесь у нас разбит плодово-ягодный сад. Вот теперь мы на других культурах пытаемся, значит, проверить действие, да, этой такой воды волшебной, будем говорить. Правда, погода не очень способствует такому чистому эксперименту, но я думаю, что год, два, три, может быть, да, уже даст какие-то результаты конкретные, которые можно будет обрабатывать статистически и вынести уже такие более-менее ясные результаты. То есть вот сейчас в разделе, скажем, учебной практики, производственной практики студенты, бакалавры по направлению природообустройства и водопользования занимаются этими вопросами. Я бы, конечно, хотела всех заинтересованных молодых людей, вот пользуясь таким эфиром,
пригласить в наш университет на обучение. Сейчас идет приемная кампания, как мы знаем, так ведь, да? Вот прозвучала у вас кафедра природообустройства, строительства и гидравлики. На самом деле мы считаем, что это такая уникальная кафедра, потому что мы готовим специалистов ни одного профиля. Бакалавры природообустройства и водопользования, магистранты, магистры природообустройства и водопользования и строительства. Вот мы сейчас делаем упор в разговоре на использование данной воды, скажем, в области полива сельхозкультур, а ведь общеизвестная мировая практика показывает, что такую воду можно использовать и при, скажем, приготовлении различных строительных смесей, есть разработки. Потом у нас такая очень смелая, может быть, идея, пока как идея витает в возрасте, а почему бы не попробовать заниматься водопоем, скажем, молодняка, чтобы увеличить привес, да, этих животных. Слушайте, ну я То хочу есть, в общем, сказать, тут очень много интересного, конечно, можно много. сказать. Мне кажется, что и человеческую жизнь можно продлить таким образом. Ведь все мы ведем к тому, но я хочу сказать, что вы говорите с 82-го года, с 80-х годов. Химическая промышленность, она уже давно вперед ушла, и вот такие вот огурцы можно вырастить благодаря ей. А мы как-то с водой, которую вот буквально, ну, наверняка не так уж и дорого стоит это оборудование. Вот Николай Ильич подскажет по поводу Ну, в стоимости. принципе, это будет зависеть, скорее всего, от того объема или той площади, например, при том же поливе сельхозкультур. Почему так долго, я хочу сказать, спросить, если, казалось бы, обычная вода, не нужно ничего добывать, перерабатывать, покупать дорогостоящие какие-то вот удобрения. Здесь, как говорится, ничего опять-таки нового нет, да. От разработки до внедрения это как раз такой период, который очень долго и мучительно проходит. Вот мы говорили, что всплеск мелиорации был в 90-е годы, да, а потом все-таки у нас некоторое такое затухание вообще в промышленности, в производстве, в агрономии произошел. И, собственно говоря, здесь были объективные причины для того, чтобы, ну, скажем так, затормозился процесс. А вот сейчас новый всплеск. Выросли, значит, последователи, опять-таки, ученики нашего ведущего профессора в этой области, да. То есть эти наработки многолетние, вот сейчас как раз тот период, когда они вступают в силу и набирают обороты. То есть мы считаем, что года 2-3, может быть, и мы уже получим какой-то результат. В данный момент мы ищем, скажем, инвесторов, каких-то заинтересованных лиц, которые могли бы вот этими вопросами у себя на производстве заняться. Это, может быть, какие-то малые предприятия, фермерские хозяйства небольшие. То есть вот мы всех призываем заняться этим вопросом. Так, Николай Юрьевич? Вот как раз Николай Юрьевич этим плотно Николай Юрьевич, ну вот занимается. вопрос от телезрителей. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Гульнас, я хотела бы узнать, полезна ли эта вода для организма? Ну, мы на Спасибо, живых Гульнас. людях, конечно, их испытывать не будем, как говорится. Но если читать зарубежные источники, наши источники, да, в принципе, считается, что омагниченная вода для здоровья полезна. Но опять-таки, если употреблять ее в пределах нормы. А вообще, вот что, вот замечаете ли вы такую активность, заинтересованность студентов? Сейчас же очень модно увлекаться вот экологией, то есть молодежь наша такая становится уже понимающая, когда вот пластмассовую клубнику вынуждены есть или там, ну, другие овощи и фрукты, которые мы привозим из других стран. Вот с какими изобретениями, с какими идеями они выступают? Ну, в принципе, некоторые предложения они тоже вносили, то есть в само, например, устройство тоже мы обсуждали, спорили, принимали решения тоже совместно. Поэтому же студенты очень активно Но участвуют. если даже с водой в так деятельности. сложно, есть ли вообще возможность у них работать, изобретать, вот что-то пытаться, ставить опыты? Вот как раз магистранты в направлении природообустройства и водопользования этими вопросами занимаются. Но нужно понимать, что они занимаются пока только какими-то узкими, да, такими разделами, которые рано или поздно выльются во что-то реальное, скажем, масштабное, а такие небольшие опыты какие-то они проводятся. Ну вот, может быть, вы сейчас расскажете, потому что вот мы, журналисты, как-то пытались связаться с девочкой, которая тоже выпускница аграрного университета, и она научилась выращивать картофель чуть ли не в воздухе. Но, к сожалению, нам она не смогла показать, только потому, что спонсорами ее исследований было какое-то предприятие, и вот оно там свои какие-то, вот, видимо, интересы
прессы, чтобы, ну, может быть, никто не увидел или еще что-то. Ну, якобы мы оплатили это исследование, и поэтому мы хозяева, и мы не хотим, чтобы это показывали на всеобщее обозрение. Вообще, какие-то такие уникальные изобретения есть у ваших студентов? О чем можете рассказать? Об уникальности, может быть, пока говорить рано, но вот одна магистрант в этом году, защитив, значит, выпускную квалификационную работу, она заявила, что можно этот аппарат использовать и при очистке, скажем, воды в плавательном бассейне. То есть наше направление, оно рассматривает, специалисты, которые у нас готовятся, они рассматривают не только полив сельхозкультур, да, это очистка воды вообще, и питьевой в том числе, и, значит, воды каких-то канализационных стоков. Вот, например, такая вода, она доказывает, да, весьма полезна для, скажем, кожного покрова. То есть ее можно вот использовать, этот магнитный активатор, и при очистке воды в плавательном бассейне, как элемент, вот, например, пожалуйста. Да? Ну а, значит, бакалаврские работы, они, скажем так, пока обзорного плана, изучается мировой опыт, до постановки каких-то серьезных опытов пока у них не доходит, конечно. Николай Юрьевич, а вот ваше изобретение, то есть оно насколько будет дорогим для предприятий, если они рискнут и вот сами предложат вам выкупить, ну, чтобы такой аппарат они могли использовать без доказательств уже, ну просто так вот попробовать? В принципе, опять-таки повторюсь, что это будет зависеть от того объема воды, который им нужен. То есть этот аппарат можно будет делать разной пропускной способности. А что там, золото или что? Что Нет, там дорогого? Там ничего дорогого нету. Там просто магниты и ну так это же можно не анализировать, а просто уже наобум. У нас это, ну, сплошь и рядом. Почему бы и нет, попробовать? Не скажите, нет. Ну а что, чем покупать химикаты какие-то для того, чтобы ускорить рост или что-то еще? Почему бы не купить магнит? Ну, дело в популяризации, я так скажу. Да. Пока наше сознание еще к этому не готово. К этому надо, до этого надо дойти, созреть. Вот как раз, пользуясь этим эфиром, мы заявляем, что обращайтесь на кафедру природообустройства, строительства и гидравлики. Мы всех желающих ознакомим, покажем, как это делается. Да? В принципе, даже для садоводов-любителей это небольшой аппарат, небольшого размера. На водопроводной трубе он может быть установлен, и у себя на участке можно успешно его применять. Но никакой опасности он не представляет. Нет. Ну а вдруг, вот все-таки даже у каждого лекарства есть противопоказания, может быть, кому-то его нельзя. Это очень сложный вопрос, на самом деле, да, провокационный. Мы даже сейчас, сидя с вами здесь в студии, все равно находимся под воздействием магнитного поля. Но мы иногда ощущаем, в зависимости от его интенсивности, то хорошо, то плохо. Но здесь малые дозы, поэтому... То есть малая напряженность, поэтому ничего страшного нет. Ну а когда уже в массовое производство вы его, то есть еще опыты долго будут идти? Ну, пока натурные испытания будем проводить, потом опыты на самих полях, скорее всего, будем проводить. Но где-то, как Луиза Маратовна говорила, года 2-3, наверное. Ну насколько урожайность? Вот в процентном отношении можно как-то сказать? Еще раз повторюсь, то есть 15-17% это зерновые культуры и до 45% это томаты, перец, и посленовые культуры и так далее. Капуста у нас популярная. То есть овощные культуры эффект больший, прямо скажем, это уже выявлено. А вот как вот зарубежные специалисты, они вот хоть химикаты и применяют, но как-то вот на тех, кто за здоровый образ жизни, они тоже обращают внимание. Нет ли вот такого, что приглашают вас с вашим оборудованием к себе? Пока этого нет. Даже тогда, когда я начал заниматься этим вопросом, я очень долго, как говорится, рылся в интернете. Насчет теплой энергетики, да, используется. В строительстве, да, а вот про полив я что-то как-то не слышал. За рубежом сейчас очень моден полив высокоминерализованной водой. А у нас в республике, кстати, такие источники тоже мы богаты, да? Не высоко, а слабо минерализованной водой. Это, то есть, будем говорить, такой естественный, да, естественное удобрение для полива. Вот оно тоже сейчас у нас, вот такое направление развивается, публикации у нас на эту тему есть у ряда наших сотрудников. То есть это тоже одно из направлений по повышению урожайности сельхозкультур. То есть магнитная активация воды — это не единственный, да, такой дешевый, доступный, скажем, способ. Есть еще одно направление. Вот за рубежом оно высоко приветствуется из тех стран, где, например, засушливый климат.
Вот есть такие моменты. Да. А это вот единственная разработка, ну, наверняка не единственная, которая вот, идет сейчас в университете? Ну, на нашей кафедре по тематике водоснабжения пока такая единственная, заметная, скажем так. Есть, конечно, другие начинания, но о чем мы можем так авторитетно пока заявлять, да, только вот пока, наверное, магнитный активатор воды. Остальное пока ставим на следующий Ну вот вы черед. говорите магнитный активатор воды. Ну тут, конечно, мы можем и не говорить о качестве воды, то есть недостаточно ли хороша наша вода, которая течет из-под крана, вот это центральное водоснабжение. Вот как вы считаете, нет? Может То быть, есть вопрос в том, можно ли использовать ее для питьевых целей, да? ну, то есть такую насколько воду? наша вода хуже, чем после магнитной обработки? Да нет, в принципе, для питья она ничем не хуже. То есть вода в водопроводе. Вот, Почему говорим именно о поливе, да, культур? Потому как в основном для полива использоваться может быть вода из поверхностных источников, из подземных источников, да, не очищенная. Вот как раз этот магнитный активатор, он позволяет в некотором смысле убрать все ненужное, оставить, скажем, такой, да, самый лучший вариант, который будет активизировать рост сельхозкультур. Вот в этом смысле. А на питьевое водоснабжение уже идет обработанная, обеззараженная вода. То есть здесь, в принципе, смысла нет использовать этот аппарат. Нет, почему? Хочу Вот заметить, автор что имеет другое это принцип этого магнитного, то есть обработки воды магнитным полем, природной воды, то есть из поверхностных источников. Ну, как мы знаем, что вода из подземных источников примесей не содержит как таковых. Она может только по жесткости, по бактериологическим показателям отличаться. А в поверхностных водах, так в реках, в озерах, в прудах всегда есть какие-то мелкие взвеси. Николай Юрьевич, ну вот у нас есть звонок от телезрителя. Добрый вечер. Алло. Да, говорите, пожалуйста, здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Говорите. Я бы хотел задать вашим оппонентам вопрос. Какая эффективность стоимость и как с ним пользоваться в бытовых и на квартире и в саду? Спасибо большое за звонок. Ну вот видите, уже, вот, как вы говорите, популяризация. Конечно, это очень популярно, мне кажется, было бы у наших садоводов особенно. В принципе, если пользоваться, то просто надо установить на поливочный шланг, но пропускать воду надо с определенной скоростью. То есть, чтобы был максимальный эффект, надо пропускать с определенной скоростью. Про стоимость, если маленького диаметра, то есть для быта, 1002, наверное, так будет обходиться. Ну это же совсем, а можно самостоятельно сделать, вот если схема, допустим, будет известна, сделать, то есть да? это вот если даже Да? не физик человек. Даже если не физик, он может все это сделать, если более-менее понимает что-то. Техники. А как вы вообще относитесь к тому, что сегодня же очень много всевозможных препаратов для удобрения? То есть стоит ими пользоваться или вы же все-таки аграрии? Ну, Вы вот сами у себя в саду, у вас есть сад? я думаю, что вот Николай Юрьевич, У меня садовод-любитель. есть. Я, в принципе, тоже собираюсь попробовать у себя, но никакими химикатами я не пользуюсь. Не пользуетесь? Нет, абсолютно нет. То есть чисто натуральное все. Вот как специалист, скажите тем, кто ими пользуется, почему нужно и почему не нужно, вы считаете? Сами понимаете, что химия это... Ну так химия, там ведь она не есть пишут, химия. что химия, там пишут фито и так далее и тому подобное, что это все природное. Имеете в виду вот эти вот живые удобрения, да, Да. которые, органические удобрения. Ну, в принципе, нет, я не использую, только натуральные продукты. То есть вы как специалисты можете сказать, что они не увеличивают рост или еще что-то? Может, они увеличивают, но все равно они не добавляют какого-то качества продукции своей. Ну, естественно, у наших телезрителей наверняка возникает вопрос, когда уже появятся вот такие аппараты, я так понимаю, где-то для фермы, для сада, где-то для дома, может быть, для того, чтобы цветы даже поливать, захотят люди приобретать. Ну, для более такой подробной информации, может быть. В принципе, аналоги есть, да, но они сейчас на рынке стоят побольше.
наш будет стоить поменьше. Да, но когда он появится уже? Ну, я повторяю еще раз, 2-3 года примерно, где-то так. Для, скажем так, кулибиных можно обратиться на кафедру природообустройства, строительства и гидравлики, да? Да, Те, кто, и да, вот и я- подойти, получить консультацию Николая Юрьевича. Да, Он я думаю, покажет. что Николай Юрьевич не откажет. Да, Нет, конечно. Спасибо вам огромное. Я желаю вам творческих успехов, можно ведь тоже Спасибо. сказать. Я напомню, что сегодня в нашей студии были Николай Юрьевич Кавелин и Луиза Хасанова, заведующая кафедрой природоустройства, строительства и гидравлики Башкирского государственного университета. Мы с вами не прощаемся. Далее программа «Уфа рулит». Если вы хотите присоединиться к нашему разговору, 254-7008, звоните. Мы не прощаемся.